Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий с LoveMD. Сегодня мы поговорим о войне в Украине, о том, как гагаузы Украины переживают эти сложные для наших соседей времена, о том, как гагаузы Украины оценивать те заявления, которые делают руководство автономии. И сегодня с нами на прямой связи представитель Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Тимчогло. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Виталий. Заман Хайролсун. Bună ziua. Заман Хайролсун. Юрий, первый мой вопрос, конечно, не из самых позитивных, но второй год уже в Украине идет война из-за агрессии Российской Федерации. Как сегодня обстоит ситуация в Одесской области и в Одессе, и каковы настроения у гагаузов и болгар Украины? Да, третий год уже идет война, настроения военные, то есть мы привыкли к войне, к сожалению. Мы привыкли к обстрелам, они последние время сменились. Раньше были атаки шахедов, сменились на атаки баллистики, шахеды редко прилетают. А так, говорится, называют это военной области. Сегодня есть какие-то потери среди мирного населения в результате обстрелов последние недели, месяцы, которые ведут российские войска по Одессе? Последнюю неделю, слава богу, потерь нет. Сегодня утром был один прилет. Дело в том, что много чего сбивают. Практически 80%, в том числе баллистики, начали сбивать. Шахеды практически почему перестали летать, это одна из причин, что достигли уже 100% сбиваемых. Эти атаки последний месяц, атак шахедов мы не видим. Баллистики сейчас устраивается. Поэтому процент сбиваемости растет, скажем, со 3 недель. Два удара баллистики. Один попал в склад продовольственных товаров. Даже журналистов туда повели, специально тушение пожаров, там одни продукты. Из сети супермаркетов, именно известной сети супермаркетов по Одессе. Юрий, а если говорить о настроениях жителей Одесской области, каковы они? Потому что, возможно, что это может быть прозвучать немножко цинично, но человек так устроен, что он начинает свыкаться к какими-то обстоятельствами, даже тяжелыми. То есть, конечно, нельзя сравнивать начало военной агрессии, потому что понятно, что это был для всех шок, но сегодня уже 2 года и больше. Каковы сегодня настроения жителей Одесской области? Да, к сожалению, как мы говорили, появилась привычность к войне, к сожалению. С другой стороны, есть и немного и усталость уже от войны, потому что никто не думал, что война так долго будет идти. Вы видите, что практически на фронте, если вы следите, наверняка следите, на фронте больших изменений нету. То есть, если за прошлый год российской армии удалось захватить Бахмут, то за весь этот год, за последний год Авдеевку. То есть вся мощь российской армии сводится к тому, что за целый год они могут взять максимум один районный центр. Поэтому настроение привыкло, конечно, все хотят окончания войны. Но народ весь понимает, не мы начинали эту войну. Понимаете, сегодня есть ненависть к соседям. У людей есть ненависть не то что к соседнему государству, а к руководству соседнего государства, потому что все-таки русский народ и большая часть Украины это русский народ. В Одессе проживает много русскоязычных.
На фронте за Украину сражается, по данным, от 30 до 40% этнических русских граждан Украины сражаются на фронте за свою страну, за Украину. То есть, ну какое настроение еще может быть? Настроение идет, мы хотим победы, мы хотим остановки войны. Или как многие за столами в Одессе, поднимая стакан вина, говорят, за мир после нашей перемоги, то есть за мир после нашей победы. Юрий, ну вот в Гагаузии достаточно своеобразная ситуация и отношение к войне в Украине, ну, противоречивое бы я даже сказал, потому что, ну, здесь достаточно сильны пророссийские настроения. А после прихода в прошлом году к власти Евгении Гуцул, и мы неоднократно и с вами это обсуждали, ситуация еще больше усугубилась от влияния Илона Шора, который сегодня выполняет российскую повестку дня через Евгению Гуцул и Дмитрия Константинова в Гагаузии. Но если говорить о каких-то схожих моментах с началом военных действий в Украине, потому что Молдова находится, по сути, с момента начала военной агрессии в Украине тоже в сложной ситуации, потому что, ну, всегда есть опасение того, что Россия не остановится, пойдет дальше, и Молдова следующий, как бы, рубеж, где российские политики все время комментируют ситуацию и, по сути, распространяют те же нарративы, как это было в Украине до начала военных действий. Сегодня вы видите какие-то общие моменты, которые были до момента начала военной агрессии в Украине, то, что сейчас происходит в Молдове, и в частности в Гагаузии и в Приднестровье? Да, конечно, вы знаете, то, что происходит в Приднестровье, я вижу, я считаю, что в Приднестровье сидит тише воды, ниже травы. Вот удивительно, вот территория, где плотно сидит, контролируется Российской Федерацией, плотно сидит Российской Федерации, заметьте, сидит тише воды, ниже травы. И не ведет себя, не вызывает себя ничего. Никак. То есть понимает то, что любая провокация с ее стороны будет немедленно пресечена, и думаю, что как молдавскими властями, как может с помощью Украины. А наша демократическая Гагаузия, как говорится, пользуясь правом, пользуясь законодательной инициативой, пользуясь институтом башканства, народного собрания, я считаю, что провоцирует сегодняшняя власть во главе с главным провокатором Шором и все, кто им присутствует. Я раньше был лучшего мнения, например, о Константинове. Ладно, Гуцул, понятно, к ней особые отношения, потому что Гуцул не башка, я вам скажу. Институт башканства полностью отпущен ниже плинтуса, я считаю. Это наместник провокатора в Гагаузии. Вот так можно назвать. Провокатора Шора в Гагаузии. Но то, что я не ожидал, это вот от главы Народного собрания, я был более высокого мнения о нем. И сейчас я хочу сказать, что я не ожидал такого уровня продажности от башка на Гагаузии. Вот, извиняюсь, вот это Народное собрание Гагаузии и от некоторых народных депутатов. К сожалению, трезвомыслящие, есть трезвомыслящие народные избранники в Гагаузии, но их стараются сделать изгоями, почему-то предателями, хотя конструктивно показывает вредность того, что происходит в Гагаузии. Вредность политики Шор. Понимаете, Шор завтра забудет. У него это бизнес-проект, бизнес-политический проект в Гагаузии. Он взял, купил должность башкана и использует Гагаузию на своем пальце, крутит как хочет. И, к сожалению, мы, украинские гагаузы, нас постоянно спрашивают, что там ваши гагаузы в Молдове, что там ваши гагаузы в Молдове. Люди не понимают, что мы живем в разных странах, и та политика Гагаузии сегодня вредит гагаузам Украины в том числе. Понимаете, нас смотрят как тоже, как будто мы участники этого процесса. И вот то, что происходит в Молдове, знаете, особенно в Грузии, это у нас происходило в 2014-2015 году. То есть провокаторские стилы, но
удалось взять власть с помощью, вы знаете, с помощью банд формирований, которые зашли на территорию Донбасса. Им удалось взять пару городов, пару местных муниципалитетов, потом они были успешно выбиты оттуда. В Украине была произведена операция антитеррористическая. Но, к сожалению, эти территории стали в дальнейшем плацдармом для того, чтобы начать войну в Украине. Вот сегодня мы видим, начали жители Крыма жаловаться на частые прилеты со стороны Украины. Но люди, 2 года, 3-й год со стороны Крыма, Крым используется Россией как плацдарм для нанесения ракетных ударов, авиационных ударов, ударов баллистикой практически по всей южной территории Крыма, в том числе и моей родной Одессы. Конечно, ответка будет. Да, к сожалению, Украина, сейчас Украина все больше и больше имеет этот ответ. Раньше нам прилетает каждый день, Крым начал прилетать там раз в неделю, 2 раза в неделю. Я не удивлюсь, если эти прилеты скоро начнутся ежедневно, так что жителям Крыма, жителям приграничных территорий в России, Украины, надо готовиться уже к ежедневным обстрелам со стороны Украины. Это война, мы в ней живем 3 года. И я думаю, что часть жителей России опомнится и будет как-то влиять на руководство своей страны, чтобы остановить эту войну. А касательно Молдовы, я вижу, что центральное руководство Молдовы все-таки в последнее время начало более жестко проводить, видя, как это происходило в Украине. Я боюсь что-то прогнозировать, но я считаю, что сегодняшнее руководство Гагаузии очень плохо закончится. К сожалению, опадок для всех жителей Гагаузии после этого. Юрий, у нас сейчас очень остро, но предыдущие годы эта проблема тоже имела место быть. Речь идет о дезинформации и тех нарративов, которые через различные социальные сети, платформы, интернет-порталы распространяются на территории Гагаузии в очень большом объеме, но и на территории страны. Практически уверен, что в Украине имела место быть такая же ситуация. Как эта проблема решилась в Украине? И есть ли сегодня такие вызовы в Украине? Потому что в Молдове, если даже власти принимают решение закрыть определенные сайты, они регистрируются под другими расширениями и продолжают ту же дезинформационную и негативную деятельность в стране и в частности в Гагаузии. Как эта проблема была решена в Украине, потому что мы понимаем сегодня, когда влияют на способности умственные людей, которые их парализует определенная дезинформация или определенные нарративы, что это подрывает в том числе и ситуации в самом обществе. Вы знаете, я считаю, что в Украине удалось побороть российскую дезинформацию. Потому что в России целые сети, целые организации работают над дезинформацией, над пропагандой. И жертвы этой пропаганды, то есть они работают не работают не только в Украине, они работают не только в Молдове, но они работают и во многих европейских странах. Понимаете? Если миллиардами долларов тратится Российской Федерации на поддержку агентуры в Европе, агентуры в Молдове, сайтов, которые определенно работают на Молдову, определенно работают на Болгарию, на Румынию, Германию, Словакию, Польшу. И вы видите, что многие европейские страны начали тоже с этим бороться. И начали этим бороться не в 2014 году, не в 2022, а только последний год, понимая, насколько это оружие в руках российского руководства, насколько важное оружие это российского руководства. Они 30 лет его подготовили, потому что одно дело, когда ты воюешь с оружием в руках, а другое дело, когда ты промываешь мозги, и это совсем другое невидимое оружие. И, к сожалению, жители Гагаузии в том числе подвергаются этому влиянию, подвергаются промывке мозгов, подвергаются российской лапшерезке, как ее называют, понимаете? И верят в том, что там разряд мальчиков,
мощь российской армии, великую мощь российской армии, которая там самая великая в мире, и целый районный центр за целый год оккупирован, понимаете? И много чего. Потому что вот давайте, типа, пусть Украина сдается и наступит мир. Украина никогда не сдастся. И для этого воюет уже третий год. Точнее, не воюет, а обороняется третий год. Для того, чтобы сдаться. Сейчас Молдова, уже по Молдове принято решение, голосовали некоторые парламенты европейских стран, что начался процесс переговоров о вступлении в Европейский Союз. Молдова вместе с Украиной стала кандидатом в членство в Евросоюз. И, в общем-то, возможно, может быть, не в один день начались переговоры, но они в любом случае находятся где-то на одной стадии. И сегодня это говорит о том, что, наверное, какие-то политические, геополитические вопросы для Украины и Молдовы решены, и, в общем-то, направление и Молдовы, и Украины сегодня лежит в сторону Европейского Союза. На ваш взгляд, вот эта позиция руководства Украины и Молдовы усложнит ли ситуацию в регионе? Является ли это каким-то механизмом, который может запустить еще большую агрессивность со стороны Российской Федерации в отношении и Украины, и, возможно, и Молдовы? У Украины Российская Федерация уже больше агрессии не может, выше. Потому что вся мощь на 100% российской агрессии Украина уже почувствует. Агрессивность и информационную, и доброту российского оружия хуже быть не может. Касательно Молдовы, я считаю, что население Молдовы, в том числе и Грузии, должны понять, что самая большая гарантия Гагаузии в том числе, это в рамках правового государства Молдова, которая будет членом Европейского Союза. Потому что в Европейском Союзе понятие ценности права намного выше, чем в России. Ведь я посмотрел, как Гуцул с Константиновым бегали бы по митингам в России. Знаете, вот, была бы гагаузская автономия где-нибудь там в Ростовской области, знаете, в Белгородской области. Как много бы они бегали по митингам. Сколько дней. На второй же день бы их упаковали, и все бы за них забыли. Понимаете? Пусть попробуют это в России, как они показывают в России. Нам нужно жить в России. Да, с Россией нужно дружно жить. И Украина старалась с Россией дружно жить. Когда твой друг тебя убивает, бомбит, уничтожает, какая может быть самым главным агрессором, убийцей в сегодняшнем мире, который не жалеет ни своих друзей, соседей, ни своих солдат. Около полмиллиона солдат сегодня погибли или у нас называют безвозвратные потери, то есть тяжело раненых, которые уже никогда не смогут воевать, и убитых со стороны Российской Федерации 500 000 за чуть больше 2 года. В то время, когда Советский Союз воевал в Афганистане, и погибло 16 000 человек почти за 10 лет. Подумайте, за 16 000 человек погибло 10 лет. И Россия уже потеряла в Украине 500 000. Насколько это война, и за нее придется Российской империи отвечать за это. И я не хочу, чтобы мой родной гагаузский народ был соучастником этого процесса, и чтобы это вспоминали вот, как в Гагаузии поддержали вот это слово. А будущее Гагаузии, сегодня в Европе существуют примеры автономии. Это и Тироль в Северной Италии, и примеры автономии в Швеции есть, в Финляндии, во многих европейских, в Испании несколько автономий есть, статус Шотландии даже в Англии есть. Юрий, если мы говорим вот
об отношении гагаузов Украины к той политике, которая ведет украинское государство. Я имею в виду внутренней и внешней. Потому что, да, я тоже общался с гагаузами Украины, и неоднократно мы были за этот период у вас, и там настроения совершенно другие, чем у гагаузов, которые проживают здесь. И здесь задаешься вопросом, потому что нельзя сказать, что мы разные народы. Мы все равно, это был один народ, который когда-то разделила советская власть. И сегодня даже по ментальности, по языку особых различий между гагаузом и Молдовой и Украиной нет. Но есть различия в ментальном восприятии политики государства, допустим, гагаузами Украины, и восприятие политики государства Молдовы гагаузами Молдовы. На ваш взгляд, почему такая разница очень существенная? Потому что я знаю, что большинство гагаузов Украины себя ощущает гражданами Украины и ратуют и борются в том числе за то, чтобы в Украине был мир. Здесь настроения совсем иные. Вы знаете, украинское государство, я вам скажу, дало многим гагаузам в Украине большие возможности. Украинское государство никогда не ущемляло гагаузов в Украине. Наоборот, вот вы видите, вы присутствовали в селах, где украинское государство финансирует класс гагаузский, центры гагаузские, то есть украинское государство, огромное украинское государство, где доля гагаузов совсем мизерная. Даже в рамках Одесской области гагаузы это 1% всего лишь от Одесской области, и там доли 40% в рамках всей Украины. И гагаузский язык прописан в многих нормативных актах. Он был региональным языком. Он был сегодня включен постановлением Кабинета министров и решением Верховной Рады в языки, исчезающие языки, которые нужно охранять со стороны государства. То есть, понимаете, мы чувствуем Украину как свою мать, которая заботится о гагаузах Украины. Вот как чувствуем, если мы за эту мать воюем, оружием в руках, мы ее готовы защищать. Почему-то у гагаузов Молдовы нету такого чувства. Я не знаю, по каким причинам. То ли это я могу только догадываться, что тут есть ошибки и центрального руководства Молдовы, которая не стала той матерью, потому что центральная власть Молдовы должна быть защитницей русского народа, гордиться, что у нее есть автономия, и в принципе и это было, и это чувствовалось. Но сегодня то руководство Гагаузии, которое пришло путем там подтасовки выборов, подкупа, оно ведет деструктивную позицию. Я, честно говоря, с одной стороны поражаюсь, как центральная власть Молдовы терпят это все, проявляя свою, может быть, демократичность, гуманность, потому что даже в Украине так долго медицинская, я вам скажу, с такими людьми. Потому что есть понятие в Украине национальной безопасности. Центральной власти Молдовы пока ее не чувствует. Но с другой стороны, у Молдовы уже есть такие чувства, что да, это наша территория, мы сами разберемся. И дай Бог, и самое главное, гагаузам Молдовы, гагаузам Грузии нужно показывать. Никто пока их не рассказывает. Это ошибка центральной власти Молдовы, что есть перспективы развития гагаузской автономии в составе единой Европы. Начиная от того, что все гагаузы всех стран проживают сегодня в Европе. И при вступлении Молдовы, Украины в Европейский Союз, гагаузы Греции, гагаузы Болгарии, гагаузы Украины, гагаузы Молдовы объединятся в рамках одного европейского пространства. И плюс автономия гагауза намного больше будет в правовом поле и охраняться Европейским Союзом. Сегодня статус, который в Республике Молдова, который там по каким-то причинам там колебается или там меняются правовые акты, Европейский Союз намного больше даже будет защищать статус Гагаузии, чем сегодня защищается в рамках Молдовы, которая не в Европейском Союзе. Это нужно разъяснять. В конце концов, даже турецкое государство показывает пример, что вот есть тюркский народ в Европе. Понимаете? Мы все-таки, мы тюркская нация, но мы большую часть исторической жизни после миграции
с Азии прожили в Европе последние 1000 лет. У нас сложился менталитет сначала Византийской империи, где мы получили сегодняшнюю нашу веру. И у нас есть и европейская культура, гагаузы носители и европейской культуры, понимаете? К сожалению, наши российские бывшие братья до конца нет у них ценностей европейских. И они не понимают, что убивать, нападать, грабить, насиловать – это зло. В Европе, я думаю, что такие жестокие войны никогда не было. К сожалению, мы имеем такого которого мы называем... Я не зря задал этот вопрос про отличие отношений гагаузов Молдовы к молдавским властям и отличия в Украине, потому что вы родились и выросли здесь, уже позже переехали в Украину, и, возможно, может быть, вы лучше, чем кто-либо другой, знакомы с ситуацией, можете как минимум предположить, почему такая ситуация. Но вот продолжая эту тему, ведь если прошлое руководство Гагаузии как минимум молчало и не особо провоцировало там тематику войны в Украине и старалось как-то обходить эту тему, официально никак не комментируя, то это руководство в кавычках пошло еще дальше, потому что мы слышим неопределенные комментарии, бесконечные поездки в Москву. И какое отношение у рядовых жителей гагаузских сел к вот этой ситуации? Потому что раньше ситуация была, что был достаточно тесный гуманитарный и культурный обмен и связи. Часто приезжали коллективы из Украины, из Молдовы ездили туда, то есть контактов было намного больше даже среди простых людей, я имею в виду не на межгосударственном уровне между гагаузами Украины и Молдовы. Каково отношение рядовых жителей гагаузских сел к всей этой ситуации и к поведению руководства Гагаузии? Вы знаете, сегодняшнее в наше время, буквально на прошлой неделе было пару наших гагаузских сел в Болградском районе. Какое отношение может быть? Это все равно, что говорят, не апелла Бутанова, не апелла Буцуба. Вы понимаете, сравните все равно, что они поехали бы в 40-е годы прошлого столетия к Гитлеру на поклон. Понимаете? Как можно к этому относиться? Мы воюющая страна, где гагаузы борются, воюют, и к нашему врагу поехали гагаузы. Поездку к Гитлеру в 40-е годы нормально бы относились? Вот они поехали к сегодняшнему сегодняшнему Гитлеру Путину, который убивает, бомбит, разрушает наши города. За что? За что виноват украинский народ? За что виноваты украинские гагаузы? И как бы ни было какие бы ни были геополитические вопросы, но в сегодняшней Европе так вопросы не решаются. Некоторые Путин от безвыходности напал на Украину. Хорошо, напал на Украину. За что? Что он сегодня показал? Что он сегодня доказал? Что он сегодня доказывает, стирая с лица наши села и города, понимаете? Что он сегодня доказывает, ложа сотнями тысяч российских солдат за один районный центр, понимаете? Человек выжил с ума, и к этому сумасшедшему едет наше руководство Гагаузии. Буду догер. Вот и к этому знаю. Как вы думаете, естественно, что все мы молимся за то, что и желаем, чтобы конфликт и война в Украине закончилась, потому что жертвы и агрессия это всегда плохо и негативно. Но в любом случае этот раскол, который уже есть между народом Украины и Россией, даже если война закончится вот в сию минуту, я убежден, что этот раскол будет иметь какие-то последствия на несколько десятилетий вперед. Но и вот этот осадок, который есть между гагаузами Украины и Молдовы, он также гагаузы Украины будут смотреть настороженно на жителей автономии? Или это проблема не столько к людям, сколько к руководству Гагаузии?
Ну, конечно, руководство Гагаузии в первую очередь. Но я вам скажу, что люди Гагауза всегда быстро разбирались. Я вам скажу, я поражаюсь народу Гагаузской автономии, который не в очередной раз уже обманут. Качки речи албанелы, понимаете? Их сначала социалисты надурили. И что сегодня, знаете, еще лет 5 назад народ, Дадон, друг Гагаузов, великий друг Гагаузов, знаете, приезжал чуть не каждую неделю, ему тоже это. И что сейчас? 90% в Гагаузии ненавидят Дадон вместе с его партией. 80% это лучше, но большинство, по крайней мере. А когда-то 98% за него готово было проголосовать. Вот то же самое будет и с Шайхер Шора, понимаете? Будут, я думаю, что очень быстро проклинать его скоро. За тот обман, который, знаете, аэропорты, край мечты. И что это хотя бы близко что-то есть. Понимаете, лапшерезка, начиная от российской, заканчивая шоровской, она когда-нибудь закончится. И будет глубокое разочарование. Главное, чтобы гагаузский народ делал выводы после этого дела. А мы между собой дипломатия, она всегда быстро срабатывает. Юрий, вот завершая интервью, в Молдове 20 октября будет референдум по поводу изменения Конституции, и в том числе президентские выборы. В Гагаузии руководство автономии ведет определенно уже абсолютно очевидную политику. Не удивлюсь, если даже ближе к выборам они будут заявлять о том, что блокировать проведение выборов и референдум на территории Гагаузии, дабы выполнить чей-то внешний заказ, то ли Шора, то ли Российской Федерации. Но что бы вы могли сказать гагаузам вот в этих условиях? Каким должно быть отношение рядовых жителей автономии к этим процессам? Я хотел бы сказать, что, во-первых, пусть народ Гагаузии более трезвый. Вас очередной раз используют. Руководство сегодняшней Гагаузии, исполкома и Народное собрание продалось, и вас продало, к сожалению, если там некоторые жители Гагаузии на выборах голосуют за Гуцев, продались там за 500 лет, за 1000 лет, я слышал, то ваше руководство сегодня продалось намного большими нулями. И отрабатывает, как писечек, эти деньги отрабатывает, понимаете? И им не до интересов Гагаузии сегодня. Им до своих собственных корыстных интересов сегодня. А народ Гагаузии должен быть мудрым, понимать, что время в мире совсем другое уже. И нужно понимать, различать, где добро, где зло. Им поменьше слушать. Понимаете, в то время, как там каждый раз, когда там идется евроинтеллигент, там начинают вспоминать про геев и лесбиян. Так в России их полно. Начиная от певца, который пел гагаузский гимн, к сожалению, на русском языке. Понимаете, испоганив этим самым гагаузский гимн. Он первый. То, о чем вы говорите, что вот это придет. Если гагаузы не захотят, никогда ими не станут, в конце концов. Понимаете? Да, это инструмент, которым промывают мозги нашим гагаузам. Будьте мудрыми. Наше будущее гагаузов, Ерликте, вместе гагаузов Украины есть только одно будущее. Гагаузская культура, гагаузские языки, гагаузы всего мира. Мы должны держаться в Ерликте, а не слушать дядек там, с Москвы или с Вашингтона. Понимаете? Послушайте гагаузов Украины, которые хотят мирно жить, которые хотят работать, не хотят ни видеть, ни русского, ни какого-то еще. Хотят жить мирно в своем государстве. Ваше будущее – это Республика Молдова. А будущее Республики Молдова в общем европейском пространстве. Юрий, я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Знаю, что сейчас в Одессе проблемы с электричеством, но все же благодарю вас за то, что вы нашли возможность, чтобы быть на связи с нашей студией. И желаю вам
естественно, с скорейшего установления мира в Украине, для того, чтобы избежать дальнейших жертв. Ну, будем надеяться, что все-таки возобладает мудрость и здравый смысл у российской политической элиты для того, чтобы прекратить эту агрессию в отношении соседнего государства. Напомню, что вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы говорили о ситуации в Украине, о том, как гагаузы Украины переживают российскую агрессию и каково их отношение к тем процессам, которые внедряет руководство автономии в Гагаузии. И сегодня с нами на связи был Юрий Демчога, председатель Ассоциации гагаузских обществ Украины. Подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий.